Сегодня состоялось 8-е внеочередное пленарное заседание Государственного собрания Илтумен. Парламентарии рассмотрели проекты федеральных законов и законодательных инициатив. Всего в повестке 27 вопросов, а наиболее значимых в материале Марины Захаровой. Нынешнее лето будет насыщено политическими страстями, ведь впереди выборы главы республики, которые будут отличаться от выборов предыдущих. И в первую очередь это связано со значительными изменениями в избирательном законодательстве. К примеру, теперь у любого гражданина, который не согласен с решением участковой избирательной комиссии, появится право его обжаловать. Это действительно достаточно серьезное новшество, и республиканский законодатель пошел на его введение. Но связано с тем, что действительно в работе участковых избирательных комиссий должна быть определенная ответственность и тех лиц, которые членами этой комиссии являются. Такого права не было, и обжаловались лишь только решения вышестоящих окружных комиссий. Это создавало определенную сложность. Новшеством при принятии поправок в окончательном чтении также станет отмена открепительных удостоверений. Вместо практики открепительных документов народные избранники предложили внедрить норму досрочного голосования. То есть за 10 дней до дня голосования, к примеру, отпускник сможет отдать свой голос за полюбившегося кандидата, не нарушая планов на отдых. Кроме того, изменения коснутся и непосредственно самих кандидатов. Существенные изменения будут касаться тех процедур, которые будут предъявлять кандидаты и в народные депутаты, и в главы республики, а также в органы представительной власти муниципального уровня, для того, чтобы они представляли соответствующие документы об образовательном уровне. Раньше таких требований в избирательном законодательстве не было. Вплоть до того, что будут представляться дипломы, номера дипломов, копии дипломов и прочее, когда все это будет закончено. Одним из важных стал вопрос корректировки бюджета республики. Выборы внеочередные. Соответственно, и средства при планировании бюджета на 2014 год на эти цели учтены не были. И поэтому сейчас предусмотрели необходимые средства, а средства эти пойдут полностью на расходные статьи по организации выборов главы Республики Саха-Якутия. Компенсация этих расходов она будет предусматриваться в том числе из дополнительного поступления доходов в виде и будет осуществляться в виде корректировки бюджета республики последующим. Я думаю, что к осенью мы к этому вопросу вернемся и компенсацию сделаем. Пленарное заседание традиционно завершилось рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. На следующей очередной сессии Государственного собрания Илтумен народные депутаты соберутся 10 июня. Марина Захарова, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха».